Одной из тем обсуждения на встрече президента России с главой Ингушетии был вопрос полного погашения госдолга. Поговорить об этом у нас есть возможность с исполняющим обязанности министра финансов республики лично. Он сегодня у нас в студии. Тамерлан Русланович, приветствую вас в нашей студии. На встрече президента России Владимира Путина с главой Ингушетии обсуждались вопросы снятия с республики финансового обременения. Мы полностью выплатили весь госдолг, который у нас был. Расскажите нам, вот этот вопрос, я так понимаю, решался поэтапно. Были там какие-то ограничения и в каких направлениях? Начиная с 2018 года исполнение республиканского бюджета характеризуется острым дефицитом. Если оглянуться немного назад. На 1 января 2019 года общие долговые обязательства республики у нас составляли 11,8 миллиарда рублей. То есть, говоря о государственном долге, необходимо его разделить на две части. Это у нас первая мера бюджетного принуждения и долг в связи с невыплатой бюджетных кредитов. Если мы говорим о мерах бюджетного принуждения, у нас в сумме 3,9 миллиардов рублей были долговые обязательства, а по долгам бюджетных кредитов это 2,1 миллиарда рублей. Но кроме этого существовала кредиторская задолженность, которую также необходимо было погашать, и также необходимо было принимать меры для исполнения расходных обязательств в полном объеме. Это 5,8 миллиардов рублей. Что означают долговые обязательства для региона? То есть в 2019 году Республика Ингушетия не могла исполнять свои расходные обязательства за исключением выплат заработной платы. То есть никакие иные расходы не выплачивались, в том числе и по социальным выплатам. В связи с этим главой Республики Ингушетия Махмутом Алимакшевичем Калиматовым по его инициативе было заключено соглашение с Министерством финансов Российской Федерации о реструктуризации долга. То есть меры бюджетного принуждения 3,9 миллиардов рублей были отсрочены на 5 лет. Ежегодно в определенной части необходимо было производить выплаты. Долг по бюджетным кредитам до 2029 года. И кроме того принимались меры по погашению кредиторской задолженности, как я уже сказал, которая составляла у нас в размере 5,8 миллиарда рублей. По итогам 2023 года, вот на 1 января 2024 года, меры бюджетного принуждения в сумме 3,9 миллиарда рублей выплачены республикой в полном объеме. Долг по бюджетным кредитам у нас снизился до 1,8 миллиарда рублей, а кредиторская задолженность снизилась до 1,8 миллиарда рублей с 5,8. Вот такие результаты в связи с принятием своевременного решения о необходимости реструктуризации долга у нас сложились на сегодняшний день. И что самое важное, в связи с заключением данных соглашений, Республика Ингушетия уже могла обеспечивать выплаты иного характера, то есть не только на погашение долговых обязательств. Это все выплаты социального характера и иные расходные обязательства, которые принимались бюджетом, исходя из тех доходов, которые были. Теперь по итогам произведенных выплат. Данные средства, которые ранее направлялись на уплату долговых обязательств, вот с текущего года мы уже можем направлять на иные цели, также социального характера. Если мы возьмем наш бюджет, он на 80% социально ориентирован. То есть наш бюджет направлен на улучшение благосостояния жителей Республики Ингушетия. В частности, в текущем году мы смогли индексировать заработную плату, смогли полностью обеспечить увеличение фонда оплаты труда в связи с увеличением МРОТ, минимального размера оплаты труда. Вот вы сказали, индексация заработной платы. Это на сколько процентов? 5,5% в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот, и все иные социальные выплаты. То есть все эти средства также направляются на улучшение благосостояния жителей. Качество жизни. Также на встрече президента России Владимира Путина с главой Ингушетии обсуждался вопрос. Глава Ингушетии упомянул о снижении дотационности республики с 44 до 42%. Как это удалось сделать, и объясните зрителям, что это значит? Ну, совершенно верно, у нас дотационность снизилась с 44 до 42%. Как я уже сказал, даже
те долговые обязательства, для их погашения нам необходимо было определить источник финансирования. В связи с этим также было принято решение и главой Республики Ингушетия, и правительством, что необходимо особое внимание уделить доходной части бюджета, то есть собственным доходам республики. В этой связи глава Республики Ингушетия возглавил инвестиционный совет, по итогам которого отбираются инвестиционные проекты, которые реализуются, уже успешно даже реализуются в нашей республике. Кроме того, для субъектов малого предпринимательства, для нашего бизнеса были введены льготы по налогообложению. Это в части налога на имущество организации, в части уплаты арендных платежей за землю. Кроме того, в 2022 году даже можно выделить, была снижена ставка по упрощенной системе налогообложения с 6 до 2%. Конечно, это вовлекло бизнес, вывод из тени, легализация теневого сектора нашего бизнеса, развитие промышленности. Сегодня, если мы возьмем даже цифры, статистические данные по всем направлениям экономического характера, Республика Ингушетия уверенно идет вперед и показывает уверенный рост. Все это привело к тому, что бизнес повернулся лицом к исполнительным органам власти, скажем, к республике, увеличение поступлений налогов. Глава Республики Ингушетия уже на встрече с президентом Российской Федерации отметил значительный рост поступления налогов. И все это привело к тому, что дотационность у нас снизилась. Тамерлан Русланович, вот вы упомянули инвестпроекты. Какие самые успешные инвестиционные проекты вы можете выделить в нашей республике? Знаете, по реализации завода очистных сооружений, у нас успешный проект идет, птицекомплекс Южный, агрокомбинат Сунжа. Кроме того, еще были реанимированы и простаивающие объекты. Да. Это вот наш Best бренд, комбинат, швейная фабрика, комбинат детского питания, обувная фабрика. Это все сделано на базе тех объектов, которые простаивали и фактически не осуществляли свою деятельность. Сегодня они осуществляют. Тамерлан Русланович, плодотворная вам работа, и благодарю за визит в нашу студию. Спасибо.